Том Холланд решил бросить все, переехал в Россию жить и за 2 года постарел на 12 лет. Я шучу, в новом сериале под названием «Медиатор», который совсем недавно закончился, в главной роли снимается Андрей Бурковский. Компанию ему составляет прекрасная Юлия Пересильд, а также Михаил Башкатов по имени Даниил Днепров или Днепров. Наверное, раньше у него фамилия была более длинная. Днепропетровск. Погодите, Башкатов и Бурковский снова вместе? Да, эти двое замечательных ребят играли в КВН, томские, веселые, находчивые, долго и упорно шли к чемпионству, потому что объективно была великолепная команда с Урала, одна из лучших, с отличным юмором, которую часто засуживали, и пусть это будет на совести людей, которые ставили оценки, но кто знал, что их номер 13-летней давности, Башкатова и Бурковского, станет пророческим, что между ними встанет, извините за тавтологию, Пересильд. Иди! Она моя! Ладно, шутки в сторону, ностальгию тоже. Персонаж Башкатова в сериале «Медиатор» занимает не так много времени и введен для отображения части характера персонажа Пересильд. И в кадре вместе с Бурковским он вообще не пересекается. Действующих лиц много, но все крутится вокруг, конечно же, этого высокого рыжего парня, который почему-то посмотрел в камеру. Андрей, ты что, забыл, куда полминуты назад поставил телефон снимать? Он посмотрел на него. Знаете, это раздражающая хрень, когда человек смотрит на свое великолепное, отражение на экране телефона или камеры. Сука, ты никуда не делся из кадра, не телепортировался, не нужно смотреть этот экранчик каждый раз. Или ты самолюбованием занимаешься. Как же бесят такие мудаки. Что удивительно, даже блогеры, миллионники так и делают. Утырки. Возвращаемся к сериалу, и да, персонажа Андрея Бурковского зовут Андрей, возможно, по счастливому совпадению, а может быть, чтобы не случалось таких казусов, как с Егором Кридом, который не отзывался на имя Сергей. Егор, может, тебя Егор зовут? Так я поэтому и отозвался. И какая специализация у Андрея? Ты понимаешь, моя специализация – это переговоры с людьми, и за это я получаю деньги. Я убеждаю мужей с топорами положить топор и выпустить своих жен из ванны. Я рассказываю самоубийцам, как прекрасно у них станет жизнь, стоит им только спуститься с крыши. Я объясняю террористам, что не будет ни самолета, ни $1 000 000 мелкими купюрами. Будет или смерть, или пожизненная. Он профессиональный переговорщик, его цель установить контакт и переубедить человека не совершать то или иное действие, будь то прыжок с моста, убийство заложников или такое специфическое, как одно из крупных дел с огромным гонораром, которое и ложится в основу сюжета, где Андрею нужно будет разыграть спектакль и применить профессиональные навыки, чтобы внушить и подтолкнуть брата персонажа Дарья Мороз продать акции нефтяной компании, которые они получили в наследство из-за кончины отца, и поделить деньги пополам. По ходу дела будут раскрываться новые подробности и трудности, которые нужно будет преодолеть и решить героям. Там есть еще сюжет с самоубийствами подростков, такой себе отголосок игры «Синий кит», которую также нужно будет помогать распутать герою Бурковского и персонажу Пересильд. Сериал «Медиатор» с рейтингом 18+, потому что очень часто звучит матерная брань, есть шокирующие сцены и острые темы, сцены сексуального характера, а также Юлия Пересильд будет блистать своими близняшками. Жаль, что только она. Например, я знаю, что Дарья Мороз вполне могла бы тоже похвастаться. Да и та женщина, которую у себя соблазнил персонаж Бурковского. Тема сисек в сериале не раскрыта. Есть очень мощные прописанные диалоги и бодрящие речи. Кстати, кусок, который и подтолкнул меня к просмотру, потому что изначально я как-то скептически относился, что сериал не успел появиться и уже попал в топ с высокой оценкой и хвалебными отзывами со всех сторон. А так как сейчас все продается и покупается, на меня рейтинги и какие-то купленные писульки в виде рецензий не сильно влияют. Я вообще что-то смотрю спонтанно, по своему желанию, и не на все записываю отзывы. Но тут мне попался кусок из сериала, который я посмотрел раза 3. Такой отрезвляющей речи персонажа Бурковского, что я сразу же решился начать смотреть сериал. И за присест посмотрели весь сериал целиком, 2 сезона. «Медиатор» хорош, но не безупречен. Там есть сцены, где задаешься вопросами касательно логики, адекватности происходящего, и на них я лично не нахожу ответа. Может, вы мне в этом поможете. Например, сцена в ночном клубе, баре, заведении, где танцуют всякие здоровые мужланы, взрослые люди, вообще там все вокруг одни взрослые, распивается алкоголь, и туда как-то впустили девочку, которой на вид сколько лет?
13. Потом героиня пересилит, говорит: я тебе сейчас скину навигатор, пробей адрес, и следующая сцена, они оказываются в квартире нужного человека. То есть с каких пор в навигаторе помимо номера дома указывается там, я не знаю, номер подъезда, этажа или номер квартиры. Дальше была сцена с матерью Андрея, где она что-то жарила и прихватывала сковороду полотенцем. Я вслух произнес: а почему она прихватывает полотенцем, когда у сковороды и так есть ручка, как бы, да, такая, которая не нагревается. Я смотрел вместе с женой, на что Лера говорит: она прихватывается для того, чтобы, оно сейчас загорелось. И оно загорелось. Вот я охренел в тот момент. Да и если вы решили так сделать, то сделали бы уже эту пластиковую хрень, там, не знаю, сдерли бы ее с ручки и оставили голую сталь, или бы нашли другую, более подходящую сковородку для этой сцены. Первый сезон из 10 серий, каждая длится где-то 50 минут, и там таких моментов не так много, и они не так сильно бросаются в глаза, по крайней мере при первом просмотре, и их можно, скажем так, простить, чтобы не бросать просмотр, да, продолжить дальше смотреть сериал. Вот во втором сезоне, который нужно досмотреть, чтобы посмотреть, к чему же уже все придет, чем закончится вся эта история, уже из меньшего количества серий косяков становится больше. То есть люди из правоохранительных органов гоняются и ищут 4 человек с фотки, и спустя несколько серий персонаж Бурковского говорит: так их не 4 было, а 5. Кто-то же сделал эту фотографию. Тот, кому они доверяют. Из-за этого, конечно, честно говоря, меня порвало от смеха. Сам персонаж Бурковского почему-то во втором сезоне внезапно начинает вести себя, супер неадекватно, что не поддается никакому объяснению. В первом сезоне это один человек, плюс человек такой, рассудительный, расчетливый, с холодным разумом и постигающий дзен. А если смотреть на его поведение в начале второго сезона и куда его это привело поведение, уже совсем какой-то другой. Потом какие-то странные, совершенно ненужные, дебильные диалоги, например, в психиатрической больнице, где врачи пьют кофе и говорят: какой же кофе все-таки говно. Ага, прям помнишь, как то советское со слоном? Да, мы уже все давно поняли, какое все советское было говно, и сам Советский Союз. Нам что, Юра Дудь каждый выпуск зря старается это вдалбливать в голову, уже вроде бы все должны были запомнить. Зачем был этот бытовой, ни о чемный разговор? Зачем надо было его вписывать? Загадка. У вас сценарист первого сезона уволился, что ли? Можно было еще, например, вот такой диалог сделать. Как классно, что мы с тобой в России. Только тут можно быть натуралами. Были бы в Европе, в очко бы долбились, а не кофе распивали. И подобные косяки — это то, что я мог вспомнить сходу. По ходу просмотра возникало больше вопросов и удивлений, но я их не записывал. Можете также поделиться своими наблюдениями ляпов, косяков и прочих недочетов сериала «Медиатор» в комментариях. Начало сериала «Медиатор» идет медленно и размеренно, но потом череда событий и проблем возникают так быстро, а еще быстрее не разрешаются, что создается чувство скомканности. Сериал по большей части это драматическая детективная история с элементами триллера. Главный герой единственный, кто блещет чувством юмора и спускает шутки, даже невзирая на обстоятельства и положение, в котором он находится, что, по моему мнению, немного смазывает правдоподобность. Сериал «Медиатор» хорош, но не настолько, чтобы быть в топе лучших. Он смотрибелен, такое определение подойдет лучше. А на этом все. Спасибо за просмотр. До встречи. Пока.